Krishna in Bhagavad Gita, he's saying, offer me with devotion a leaf, a flower, fruit, or water. Offer with love and affection, I'll accept it with love and affection. И это простая очевидная истина. Кришна говорит в Бхагавад-гите: если ты предложишь мне с любовью и преданностью плод, цветок, листок или немного воды, я приму их с любовью и преданностью. We're told Advaita Acharya brought Krishna down to this world as Mahaprabhu. Нам говорят, что Адвайта Ачарья привел Кришну в этот мир, как Махапрабху. And what was his offering? И что он предлагал Господу? A palm full of Ganga water and a tulsi leaf. Он предлагал ему пригоршню воды из Ганги и листок туласи. How did that achieve such value? Каким образом такое скромное подношение могло обладать столь великой ценностью? That a palm full of water and a tulsi leaf could drag the infinite down. Такой великой ценностью, что, казалось бы, пригоршня воды и листок туласи смогли привести безграничное, божественное Бога в этот мир. Bhaktevyo Bhaktavatsala. Because Krishna is known to be the possession, the property of those who have devotion. Это возможно потому, что Кришна по своей природе, он известен как тот, кто принадлежит своим преданным, тот, кто является достоянием своих преданных. Krishna is not attracted to knowledge. Кришну не интересует знание, он не испытывает никакого влечения к знанию. Are you going to tell him something he doesn't know? Мы можем рассказать ему что-то, что является для него откровением. Krishna's going to meet you and go, I didn't know that. Что Кришна, можно встретиться с Кришной, и Кришна скажет: да ты что, а я и не знал. No, what we're told, Sri Krishna Karshini Chasa, that even in a tiny finite soul, a drop of devotion is what's the word? Sufficient to draw the infinite. Но природа преданности Кришне такова, что она описывается следующим образом. Говорят, что одной капли этой преданности достаточно для того, чтобы привлечь внимание безграничного. The other day, Srila Gurudev told the story of Vidura and his wife. На днях Шрила Говинда Махарадж рассказывал историю Видуры и его жены. And Krishna came to their house. Кришна пришел к ним домой. So you can imagine if, the supreme absolute truth shows up on your doorstep, you can get a little beside yourself. И можно себе представить, что это такое, когда верховная абсолютная истина, что называется собственной персоной, появляется на пороге вашего дома. Вы будете чувствовать себя, наверное, немножко растерянным. So she thought, I must get something to offer to Krishna. И Видура, он подумал: я должен что-то предложить Кришне. And so she went and got some bananas. Жена Видуры. И вот эта женщина пошла сорвать бананы. But she's very nervous. Но она очень нервничала. And she's peeling them. И она сдирала с них кожуру судорожно. And mesmerized by the inconceivable beauty of Krishna. Она делала это, то есть она ощущала бананы от кожуры, и в то же время была загипнотизирована безбрежной красотой Кришны. Her heart is flowing with devotion. Но сердце ее было переполнено преданностью. And she's throwing the banana away and offering Krishna the peel. И в забвении она не понимала, что она делает. Она выбрасывала бананы в сторону и предлагала Кришне кожуру. And Krishna's eating the peels as if it is the most nectarine substance ever known. И Кришна ел банановую кожуру так, словно он ел самую нектарную субстанцию, самое сладостное блюдо из всех. Jnana Shunya Bhakti. She doesn't know what she's doing. То, что именуется Джняна Шунья Бхакти, слепая преданность, она не знала, она не понимала, что она делает. No knowledge. Нет, полное отсутствие знания. Right? No rule, no regulation, just the natural flow of heart. Ни знания, нет места знанию, нет места правилам и предписаниям. Но естественный поток, естественное течение чувств сердца. And a banana peel saturated with devotion has drawn the infinite. И банановая кожура, исполненная этой субстанцией преданности, способна привлечь внимание безграничного. Such is its power. Такова сила преданности.
Right? Srila Guru Maharaj like to say, it is true, yes, the finite cannot know the infinite by finite means. Шила Гуру Махарадж, Шила Шидар Махарадж имел обыкновение говорить, что да, это правда, что безграничное Бог не может быть познан ограниченными средствами и не может быть познан ограниченным началом, то есть нами. What does that mean practically? Is there's nothing that you can do that's going to bring him down. В практическом смысле это означает, что не существует никаких путей и средств, используя которые мы могли бы привлечь внимание Бога к себе. But he answered that question with, but if the infinite wants to make himself known to the finite, then nothing can check that. Но Шила Шидар Махарадж отвечает на этот вопрос, говоря, что если безграничное Бог захочет явить или открыть себя ограниченному началу, нам, тогда познание его становится возможным. Including one's own lack of qualification. И это включает отсутствие или недостаток качеств с нашей стороны. Right? But what can be increased is our hankering and our eagerness. То, что может быть увеличено, это наше страстное желание, наша жажда и наше рвение, наше страстное желание достичь этого. Right? Spiritual hunger. Духовный голод. Right? As hunger is a sign of health, materially, spiritual hunger, that's also a sign of health. Так же, как в материальном смысле голод является показателем здоровья, так же и в духовной жизни. Это духовная жажда или духовный голод говорят о здоровом состоянии. Then someone said to Guru Maharaj, then how to get that hunger? Кто-то, услышав об этих вещах, спросил у Шилы Шидара Махараджа, в таком случае, как достичь, как обрести этот голод? And Guru Maharaj said, associate with the И hungry. Шила Шидар Махарадж ему на это отвечал, общайся с голодными.